Однажды старый рыбак Сабыр и его дочь Умит решили немного отдохнуть после рыбалки. Он чистил рыбу, она плела новую сеть. В котелке варились рыбьи головы. Отец, ты же обещал новых книжек купить. Говорил, что в этом году я пойду учиться. Эх, доченька, я очень хочу, чтобы ты пошла учиться. Но видишь, мы даже одежды новой не можем себе купить. Да и на зиму нужны дрова, припасы. И школа. Ой, как далеко от нашего дома. А может, хана попросим, чтобы построил школу? Вон сколько налогов до подати его люди собирают с нас, с простых людей. Да, конечно, размечталась. Совсем этот хан совесть потерял. Ума лишился от постоянных тоев. Что ни день, новые налоги, оброки выдумывает. Все ему мало, а не отдашь, в холодный зиндам бросит. Эй, Сабыр! Здравствуйте. Хан установил налог на хворост. А ты, ишь, какой костер развел. Ну-ка, гони. 3 алтына за это. Итога за двоих 7 выходит. Уважаемый Саранбек, нет у меня денег. Вот только успел рыбы наловить. До базара даже еще не дошел. Кровопийцы. Так, что это там у нас? Ой! Фу! Ой! Что это такое? Ай! Сами ешьте эту гадость. Сплошные головы да плавники. Эти рыбки я, пожалуй, возьму. Ай. Так, я эту возьму себе, а эта маленькая хану сойдет. Но, уважаемый Саранбек визирь, а как же мы? Кстати, чтобы к завтрашнему дню 7 алтынов были. А то я своих джигитов пришлю. Но, визирь... Что? По Зиндану соскучился, Сабыр? Крысы тебе там заждались. Очень соскучились. Довольный собой, прихватив самую лучшую рыбу, визирь поспешил к хану. Вот бы всех этих визирей усадить здесь, рыбу чистить. Пусть хоть один день моей жизнью поживут. Этот Саранбек визирь совсем дурачок, что ли? 3 плюс 3 будет 6. 1 алтын лишний. Нет, доченька, Саранбек не дурачок, он хитрый. Этот лишний алтын он себе в карман хочет положить. Вот негодник. Время уже приближалось к обеду, а во дворце только проснулся в плохом настроении Эркебай-хан. Он был ленивый, капризный, ворчливый и вечно всем недовольный. Тут же его поджидали верные визири Чалганбек и Саранбек. О, великий Эркебай-хан! Добрый день! Вы сегодня так прекрасно выглядите. Прямо как этот солнечный день. Отстань ты! Надоел! Скажи лучше, почему отец перед смертью сказал, чтобы я этот перстень никогда не снимал? До сих пор понять не могу. Эй, бездельник! Конечно, бездельник. Ничего не знает, ничего не делает. Да. О, великий уважаемый Эркебай-хан, а я-то все тружусь, все делаю, чтобы вас народ любил. И народ так любит вас, так любит. Да? Не только по одному алтыну с радостью несет. Но, смотрите, даже вот на ханский стол дарит такую вкуснейшую рыбу. Да? Да. Да, на самом деле, прекрасная рыбина. Вот видишь, как хана народ любит. А вот ты... Все, хватит. Надоели. Быстро пошли вон, с глаз моих долой, неблагодарные. Эх, а меня отец брал с собой на рыбалку, учил ловить рыбу. Какие прекрасные были дни. Отправлюсь-ка я на рыбалку, как в старые добрые времена. На следующее утро, пока все во дворце спали, Эркебай-хан, прихватив с собой удочку, отправился на рыбалку. Да, вот это хорошо придумал. Бог даст, порыбачу, накупаюсь, позагораю, как в детстве. О, благородный человек, помоги чем можешь уставшему путнику.
Я не останусь в долгу. Отработаю. Я много чего умею. И знаю, может, и тебе чем пригожусь. Зовут меня Кутман. Меня все знают. А ну, пошел прочь с дороги, попрошайка! Ай, чтоб тебя. Ну ничего, встретимся еще. Долго скакал хан тем жарким днем, и как только добрался до старого места, очень обрадовался этому. Мигом соскочил с коня, начал жадно пить, плескаться, и в этот момент соскользнул большой перстень с его пальца, а проплывающая мимо рыбина его тут же и проглотила. Ой, Бай, что со мной произошло? Где моя одежда? Соболиный девятей? Сапоги? Моя сабля? А где кольцо? Теперь понятно. Так вот почему отец говорил, чтобы я никогда не снимал этот большой перстень. Оказывается, в нем мое богатство, могущество. Ой, растяпа! Именно в тех краях в тот момент проходил и Кутман. Решил он воды набрать, да немного отдохнуть у реки. Подошел и увидел, как какой-то оборванец по берегу бегает, за голову хватается. О, вот это да! Ты случайно не Эркебай-хан, а? Нет. Ну какой же я хан? Нет. Ограбил меня кто-то. Да, несчастного, пока я купался. Вот так вот, земляк. И одежду, смотрю, украли. К тому же, наверное, голодный ты. У меня пол-лепешки есть, на двоих хватит. Пойдем, присядем в теньке. Сначала поедим, а с остальным потом разберемся. Хорошо. Расстались хан с Кутманом. Кутман пошел своим путем. Эркебай увидел прямо на дороге своих визирей, но не признали визири своего хозяина в этом оборванце. Посмеялись над Эркебаем, отхлестали плетками, да и ускакали. Услышала дочь рыбака шум на дороге и вышла посмотреть, что же там происходит. Эй, путник, что, тоже ханские визири хотели вас обобрать? Из-за них уже и разбойникам нечего делать в наших краях. Визири взятки берут, судьи несправедливые. Как богачам надо, так и судят. Кто слово поперек скажет, сразу в зиндан с крысами. Совсем житья нет от Эркебай-хана. Ну как же, это же не то, Вы, наверное, устали с дороги. Пойдемте ко мне домой, я вас угощу чаем. Хорошо. Идемте. Угостила Умит нежданного гостя тем малым, что было. Хан набросился на рыбью голову так жадно, как будто ничего вкуснее не ел в своей жизни. А тут и Сабыр с хорошим уловом вернулся. Ой, Умит! Да, отец. Доченька, помоги мне. Ох, Ай, повезло нам сегодня очень. Я богатый улов принес. И визирю 7 алтынов отдадим. И может тебе даже на твоей книжке хватит. ого, как много. Удачный день. Нам вдвоем теперь рук не хватит эту гору рыбы почистить. Успеем. О, у нас гость? Сказала бы, что дома гость. Да, отец. Это путник. Пригласила его отдохнуть. Ну что, путник, поможешь нам? Люди мы не богатые, заплатить много не сможем. Но уловом поделимся, согласен? Да, конечно, то только я не умею. Ой, не переживайте. Ничего, это дело не хитрое. Я буду вынимать внутренности. Вы будете промывать рыбу, а та будет солить. Никогда в жизни не работавший хан неумело взялся за дело. Умит взяла самую большую рыбу, и когда начала спарывать... Папа, посмотрите, вот это да! Вот это красота! Посмотрите! Сколько на свете живу, много чего я повидал, но такой красоты никогда не встречал. А ты видел такой? Да, это же домой. Ай. Ага, ну, Умит, доченька, теперь мы заживем. И долги отдадим, и все, что надо, накупим, и книжек тебе возьмем. А может, даже школу сможем построить для всех. Неужели, отец? Как здорово! Ой, люди добрые, хорошие, отдайте мне перстень. Это же был мой талисман. За него, что пожелаете, все для вас сделаю. Налоги отменю, отца главным визирем сделаю, озолочу. А тебя, добрая девушка, сделаю ханшей.
реку подарю вместе со всей рыбой в ней. Что, не узнаете? Я же Эркебай-хан. Вот это да! Ты бродяга, у которого даже чапана нет, наш хан! Да мы ему столько подати отдаем! Этот Эркебай ненасытный, как сыр в масле катается. А ты-то на себя посмотри, тоже мне хан нашелся. Вот вы насмешили нас! Какой забавный! Мимо проходил Кутман, услышал громкий смех и пошел посмотреть, что же такое веселое происходит. О, Сабырвайке, как весело здесь у вас. Расскажите мне, вместе посмеемся. А, Кутман, это ты? Заходи! Да, я ваш хан Эркебай, которого, оказывается, все ненавидят. Ах, так это ты? Вот я тебе сейчас... Иди сюда! Иди сюда! Подождите, Кутман-байке! Подождите! Дайте ему договорить! Дайте мне перстень, и все сразу станет ясно. Ишь хитрый какой! А вдруг, как только вы его возьмете, сбежите? Доченька, а как нам узнать, правду говорит он или нет? Сейчас все узнаете. Итак, вы говорите, что вы наш хан? Да, я ваш Эркебай-хан. Где вы были вчера рано утром? Я рано утром тайно выехал из дворца. Зачем вам тайно выезжать из дворца? Устал я от этих визирей. Хотел съездить на рыбалку, спокойно отдохнуть, как в детстве. Что вы с собой взяли на рыбалку? Сеть? Нет, я взял удочку, которую мне когда-то отец подарил. Да, я видел его с удочкой. А куда вы поехали? На наше с отцом старое место, где старая ива растет. Там Кутмана этого и встретил. Так это снова ты был. А я смотрю, лицо знакомое. Ну что, все слышали? Это точно наш хан. У меня один вопрос. Хан, ты все понял? Да, конечно, я все увидел своими глазами. Всю свою знать отправлю в Зиндан. Налоги совсем уберу. Говорите, что вы хотите. Все исполню. Ну что, доченька, теперь сама решай, как поступить. Кто достоин этого перстня? Сможешь такую задачку решить? Хорошо, отец. Вы Эркебай-хан. Да? Совсем не знали, как живет, чего хочет, о чем мечтает ваш народ. Да? Ну да, но я исправлюсь. Все узнаю, все сделаю, чтобы людям жилось хорошо. Чтобы вы посмотрели все владения, все узнали, быть вам теперь визирем и не обирать людей, а помогать им, чтобы лучше видно было. Пешком ходить будете, со скакуна, смотрю, не получается у вас все видеть, и ответ будете держать перед новым ханом. Да, конечно, я все понимаю. Это очень справедливо. А ханом-то кто будет? Вы с ним хорошо знакомы, он вас спас от позора, от голода. Он последним с вами поделился. Да, он честный, справедливый, сильный и добрый человек. Уважаемый Кутман, быть вам нашим ханом. Из всех людей только вам мы можем доверить это. Ну а я пойду учиться. Мне много еще чего надо узнать. Ну, даже не знаю. Раз доверяете, так тому и быть. Но, Сабырвайке, а что делать со старыми визирями теперь? Кутман, есть у меня одна мысль. Какая мысль? Иди сюда. Как думаешь? Отличная мысль. Тогда вот мой первый указ в качестве хана. Построить большую школу для всех. Пригласить туда лучших мудрецов и ученых. Пусть учат наших детей. Пришла осень. Отправилась дочь рыбака Мют вместе с детьми со всей округи в новую большую школу. А бывший хан с двумя визирями теперь рыбу чистят у рыбака Сабыра. Неспроста в народе говорят: руки поборют одного, знания тысячи.